Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, гласит народная мудрость. Чем лучше налажена связь с соседними регионами и странами, тем комфортнее жить и работать. Может быть, мы, простые якутяне, и не замечаем, какая бурная жизнь кипит на международной арене, но сегодняшний наш гость, министр по внешним связям и делам народов Якутии, поделится с нами наработкой министерства и расскажет о самых свежих проектах. Добрый вечер, Гаврил Витальевич. Добрый вечер, Ирина. Давайте обсудим глобальный вопрос, как сегодня в период пандемии строятся международные отношения, потому что тотальный локдаун наверняка по вашей сфере ударил, многие страны до сих пор закрыты для россиян. Вот что сейчас происходит, что поменялось? Ну, конечно же, международные отношения – это прежде всего диалог, это переговоры, это поездки, это взаимные визиты, обмен опытом. И, конечно же, пандемия непосредственно сказалась на работе нашего министерства. Наверное, мы пострадали от пандемии больше всего, да, наше министерство, ну, в части того, что прекратились и в том числе и взаимные обмены, и визиты и так далее, да. Но тоже благодаря и новым технологиям, переформатированию нашей работы, мы, конечно же, не только сохранили те связи, которые у нас были наработаны в последние десятилетия республикой, да, ну и даже возобновили те связи, которые были утрачены. Например, мы возобновили и очень тесно сейчас общаемся, ну, пусть будет и посредством ВКС, с нашими партнерами из Канады, Северной Америки, Европы, да, с кем вот до пандемийный период какие-то вот, в том числе, наверное, и тем, наверное, геополитическим процессам, которые происходят сейчас в мире, тоже, наверное, связи были утрачены. С традиционными партнерами также, это прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжаем общение, придумываем новые проекты. Ну и, конечно же, тоже важное направление нашей работы – межрегиональные связи. Это связи с субъектами Российской Федерации. Тут тоже у нас ежегодно мы разрабатываем, заключаем соглашения, принимаем совместные планы работы. У нас уже такие документы заключены с 42 субъектами Российской Федерации. И с ними со всеми мы сейчас возобновляем нашу работу, продолжаем нашу работу и уже новые формы также нашей работы, новые формы работы мы внедряем. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив по телефону в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Но вот я знаю, что в самом начале пандемии была проделана колоссальная работа для того, чтобы помочь нашим соотечественникам вернуться из-за рубежа на родину. Вот расскажите, пожалуйста, про этот опыт. Да, конечно, в период пандемии, когда наша страна и весь мир столкнулся с новой угрозой, да, к нам начало поступать большое количество обращений от наших якутян, которые по тем или иным причинам оказались за рубежом. Это студенты, люди, которые уехали на заработки, на работу, люди, которые уехали лечиться, да, которые не могли вернуться обратно домой, в Якутию. Тем более мы прекрасно помним, что был период с апреля по август, когда вообще все международные рейсы регулярные, да, были отменены. Были только спецрейсы, которые по линии МИДа и Минтранса России не организовывались. Да. И мы, конечно, в эту работу влились. Мы в том числе и хорошо отработали с федеральным уровнем власти. И за период вот отсутствия международных рейсов мы оказали содействие 637 якутянам, которые благополучно вернулись обратно домой, на родину. И, конечно же, в том числе оказывали и содействие в части выплаты им компенсаций, которые причитались по законодательству им, да. Ну и, конечно же, оказывали на постоянной связи, были с нашими соотечественниками, которые проживают за рубежом, которые также нам помогали вернуться своим соотечественникам на родину. Ну, не так давно прошел Восточный экономический форум. Это возможность для реализации инвестиционного потенциала, для развития международных отношений. Вот расскажите про итоги ВЭФа-21 и сказалось ли то, что в 2020 году из-за пандемии как раз этого форума не было? Да, действительно, в этом году Восточный экономический форум в 6-й раз состоялся в очном формате. Ну, конечно же, гибридные форматы тоже присутствовали на форуме. Якутия традиционно с первого ВЭФа
принимать активное участие как один из таких крупных регионов Дальнего Востока. Да. Мы принимали участие и в деловой программе, принимали участие и в рамках выставки улицы Дальнего Востока, где мы рассказывали о наших достижениях. Что там было в павильоне, кстати? Павильон, да, мы в этом году также организовали павильон республики наряду со всеми дальневосточными регионами, где мы, конечно же, основной упор сделали на реализацию проектов нашей республики, подвели итоги участия нашей республики, начиная с самого первого ВЭФа, да, где мы показали, сколько объектов, сколько проектов, сколько инвестиций было вложено в экономику нашей республики. Эти итоги все ощутимы, осязаемы. Также мы показали, конечно же, то, чем мы гордимся, это достижениями в IT-индустрии, достижениями в киноиндустрии. Ну и, конечно же, презентовали наши приоритетные инвестиционные проекты. Ну, среди них это, конечно же, Ленинский мост, проект Ленинского моста, где мы, конечно, и на площадках форума, в том числе и в рамках международной повестки, провели ряд переговоров с нашими иностранными партнерами из Китая, Японии, Кореи, Германии, ну и с другими. Да. И состоялся отдельно круглый стол российско-индийский, Якутия, Гуджарат, перспективы многоуровневого сотрудничества, о чем даже премьер-министр Нарендра Моди, когда выступал на пленарном заседании ВЭФа, он упомянул об этом мероприятии, и как раз он привел пример как удачного, успешного примера межрегионального сотрудничества между нашими странами, между Россией и Индией, это как раз сотрудничество между Республикой Саха-Якутия и штатом Гуджарат. Но, знаете, очень часто говорят обыватели так, что вот зачем нам эти международные отношения, только тратятся деньги на визиты, поездки там, и так далее. Вот, надо просто делать жизнь людей внутри страны, внутри республики комфортнее, а международные отношения нам не нужны. Вот давайте скажем, что зачем международные отношения вообще Якутии нужны? Ну, в первую очередь, надо понимать, что мы живем в эпоху глобализации, когда национальные экономики зависят в целом от низших рынков, зависят в целом от ситуации в мировой экономике, да, геополитики и так далее. Да. Поэтому все те проекты, которые реализуются в нашей республике, будь то сферы здравоохранения, сферы культуры, образования, те же сферы поддержки коренных малочисленных народов Севера, да, это, конечно, все сейчас невозможно без целой международной кооперации. Якутия, как один из таких драйверов экономики Дальнего Востока, экономики в целом нашей страны, да, конечно же, не может оставаться в стороне от этих процессов. И мы, как один из регионов, который является активным участником международного сотрудничества в нашей стране, да, мы уже более 30 лет открыто вышли в мир, открыты для всего мира. И, конечно же, вот на принципах открытости, соблюдения внешнеполитической линии российского государства, на принципах взаимной выгоды, взаимоуважения, да, мы должны строить в том числе отношения с нашими иностранными партнерами, с партнерами в регионах России, для того, чтобы какие-то ресурсы привносить в нашу республику. И в целом наша работа в рамках международного сотрудничества, конечно же, направлена на содействие в целом социально-экономическому развитию нашей республики, как части глобальной мировой экономики. Ну, то есть вообще ведь международным отношениям в Якутии, ну, они начались не так давно, да, то есть Якутия как субъект отдельный начала вот, именно выступать как субъект отношений международных, ну, там, 30 лет, да? Ну да, практически 30 лет мы, это вот как раз период перестройки, падения Советского Союза, когда Россия перешла на демократические рельсы, когда мы стали открыты всему миру, как раз вот, и в этом году мы как раз отмечаем 30-летие Международной организации «Северный форум», инициатором создания которой как раз являлась наша республика. Ну, а первый, конечно, ну и первый президент Николай Тимирович Николаев. По его инициативе как раз тоже была создана эта организация. А так, первые контакты, если мы вот уже в новейшую историю будем отслеживать, это 1989 год, когда был заключен договор о побратимстве между городом Якутском и городом Фербенсом, да, когда как раз начались вот эти международные обмены, взаимные визиты, взаимная помощь.
Вот практически 30-40 лет вот Якутия является вот одним из активных участников вообще международных отношений, активным регионом в этой сфере, да, о чем говорят и министерственный отдел, когда они признают, что Якутия вот в плане развития своих международных отношений, международных связей входит, вот действительно является одним из лидеров Российской Федерации. Российской Федерации, да. И причем, вот, знаете, как, допустим, Чечня является проводником между Россией и исламскими странами, вот, в принципе, таким же проводником Якутия может явиться для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, вот, как раз это в силу вот, географической близости. Вот у нас самые наши партнеры, близкие партнеры, с которыми как раз мы сейчас реализуем наши международные отношения. Это как раз Япония, Корея, Япония, Корея, Китай. Китай, вот это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где, конечно, нам географически близко и географически близко их рынки, куда мы можем в том числе поставлять продукцию, которая производится в нашей республике. Ну и по менталитету азиатскому, наверное, как-то с ними нам немножко проще разговаривать, нет? Есть везде нюансы. Мы все-таки представители российского менталитета, русского менталитета, да, азиатские, как говорится, восток дело тонкое, там тоже есть нюансы, но уже за годы сотрудничества, работы с ними, мы уже привыкли с ними работать и достаточно плодотворно ведем с ними работу. Раз уж вы заговорили о Северном форуме, давайте вот поподробнее, потому что он как раз сейчас вот в эти дни. Да. Мы 27-30 сентября, вот уже буквально через несколько дней, будем проводить в городе Якутске уже в третий раз Северный форум по устойчивому развитию. Он в этом году проводится под эгидой 30-летия образования организации Северный форум. Да. Мероприятие у нас, Северный форум, проводится в рамках мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете. С этого года наша страна уже стала председателем в этой представительной авторитетной организации, да, объединений. Тема нынешнего СФУРа, как мы называем Северный форум по устойчивому развитию, СФУР, посвящена изменениям климата и вопросам сохранения вечной мерзлоты. Это актуальнейшая тема, которая сейчас на всех уровнях власти декларируется. В мире она тоже очень актуальна. Мы уже в очном гибридном формате будем в этом году ее проводить. И уже 60 участников, в том числе из-за рубежа, подтвердили участие очно. Ожидаем, что более 2000 участников примут онлайн. 72 мероприятия в рамках Северного форума в течение 4 дней у нас пройдет. Это рекорд для нас. В прошлом году, например, у нас было более 50 мероприятий. Да? Первый форум, когда мы проводили, было 30 мероприятий. И Северный форум становится уже такой глобальной площадкой, где обсуждаются как раз проблемы развития арктического макрорегиона. Мы ждем представителей, ожидаем, что все представители всех арктических стран, это 8 арктических стран, они все примут участие. Давайте перечислим для телезрителей. Ну, Россия, Финляндия, Швеция, Дания, США, Канада, Исландия и Норвегия. 8, да. Это страны как раз члены Арктического совета, все представители, и в том числе и от властей этих стран примут участие в нашем мероприятии. И в следующем году, 4-й форум, мы также проведем тоже в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Тоже будем эту площадку развивать для того, чтобы именно эта площадка, которая и мероприятие проводится в городе Якутске, стала такой глобальной точкой притяжения для всех, в том числе и политиков, ученых, экспертов, где мы могли обсуждать как раз проблемы Арктики. Причем проблемы Арктики, проблемы вечной мерзлоты, проблемы Севера, они ведь волнуют не только сами арктические страны, да, но и там и китайцы активно интересуются этими вопросами. Да, европейские страны, где нет арктической зоны. Арктические страны тоже очень активны в этом плане. Вот мы поговорим, вот зачем нам международные отношения, это как раз приоритетом политики не только республики, но и государства является развитие Арктики, да, но развитие в целом Арктики невозможно без международного отношений, международного сотрудничества, да. И такие неарктические страны, как Япония, Китай, Сингапур, Индия, они тоже
очень активно принимают участие в нашем форуме. И, конечно же, заинтересованы в том, чтобы Арктика стабильно развивалась, чтобы Арктика была регионом, где нет войн, где нет оружия, да, для того, чтобы использовать возможности арктического макрорегиона в целом для развития всего мира. То есть циркумполярная вот эта вот Да. цивилизация, о которой говорили. У Якутии довольно большое количество успешных проектов, которые были реализованы при помощи спонсоров из других стран. Вот давайте их вспомним, и какие, на ваш взгляд, были самые интересные. Ну, как мы уже отметили, что Якутия уже более 30 лет насчитывает свою историю в области международных отношений. Да, в это время, вы знаете, у нас было построено огромное количество, в том числе, объектов социальной инфраструктуры, тот же Национальный центр медицины, да, с участием и австрийских партнеров, и европейских, и партнеров из Канады. Да, было огромное количество проектов, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых. Да. Сейчас у нас на территории республики также в этой сфере работают и компания BP, да, канадские компании, которые у нас добывают серебро. Да. Активно работали у нас индийские наши партнеры в сфере обработки алмазов, производства бриллиантов. Да. В последнее время, конечно, те проекты, которые были еще, старт, которым был дан в 90-х годах, они достигли своих целей, сворачиваются, да, ну и новые проекты сейчас приходится сменить. Ну, из последних успешных проектов это проект, уникальный проект, на мой взгляд, который даже тоже отмечали лидеры стран, в том числе и на полях Восточного, конечно, форума, да, в частности, премьер-министр Японии, тогда еще сейчас уже экс-премьер-министр Синдзо Абе говорил о проекте круглогодичной теплицы у нас в городе Якутске. Да, это уникальный проект, и такого нигде в мире нет. Мы сейчас его реализуем вместе с японскими партнерами. Проект ветровой электростанции, да, в Тиксе. ветродизельных установок в Тиксе, который мы сейчас хотим масштабировать в целом на всю Арктику нашей республики. Да. Мы как раз обсуждаем с японскими партнерами такую возможность. Да. Ну и другие проекты, которые сейчас мы, в том числе и в гуманитарной сфере, в сфере образования, у нас наши высшие учебные заведения, учебные, образовательные заведения, они тоже в этом плане очень активно работают. Нельзя забывать о культурных обменах. У нас постоянно в городе Якутске проводятся различные фестивали, в том числе и проводились в последние годы фестивали индийской культуры, японской культуры, корейской культуры. Да. Конечно же, мы все это будем дальше развивать, в том числе и путем продвижения наших проектов и нашей продукции, которую мы производим в нашей республике, на экспорт, на внешние рынки. Ну, и ведь есть уже такой опыт. Да, мы как раз вот в рамках реализации национального проекта в нашей стране, международной кооперации «Экспорт», тоже такую работу ведем. У нас, к сожалению, если мы смотрим в целом на экспорт нашей республики, пандемия тоже сказалась. Мы практически в 2020 году фиксируем практически падение на 25% в целом экспорта нашей республики. Но вот по итогам, статистику тоже смотрим, по итогам вот 6 месяцев этого года мы уже, можно сказать, даже достигли результатов больше, чем это было до пандемии 19-18 годы. То есть, соответственно, у нас экспорт восстанавливается, в том числе и, конечно, сейчас большой тоже и идет увеличение экспорта несырьевого. То есть уже готовая продукция, у нас тоже показатели сейчас растут, и мы надеемся, что в рамках реализации национального проекта те показатели, которые перед нами стоят, мы их достигнем. Говоря о несырьевом секторе, мы имеем в виду креативную экономику или что? В том числе, да, несырьевой сектор, несырьевой экспорт – это готовая продукция, которая с добавленной стоимостью, это услуги, в том числе и IT-услуги, в том числе и продукция креативных индустрий. Вот это все входит как раз несырьевой экспорт нашей республики. Ну, смотрите, Григорий Витальевич, ваше министерство отвечает ведь не только за международные отношения, да, но и за отношения между народами внутри самой республики. Якутия самая большая территория, по территории республики нашей страны, при этом численность населения небольшая, миллиона нету, но при этом у нас тут проживает больше 100 народностей, 120, если я не ошибаюсь. Вот расскажите, как правильно соблюдать баланс
Это ведь тоже ваша задача. Да, действительно, республика наша огромна, почти территория такой страны, как Индия, да, где проживает практически, ну, уже, наверное, 1,5 миллиарда человек. У нас чуть меньше миллиона, как вы отметили, да, но они представляют 129 национальностей, этнических групп, 16 конфессий, да, это такое разнообразие, наверное, в мире, наверное, не везде встретишь, да. И, конечно же, тут важно понимать, как четко выстраивать национальную политику в нашей национальной республике. Да? Благодаря вот тем программам, которые мы приняли в последние годы, благодаря поддержке нашего главы Евгения Сергеевича Николаева, да, в целом правительства, мы эти проекты реализуем. У нас принято достаточно большое количество стратегических документов, программ различных, да, которые как раз направлены на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение межнационального, межконфессионального мира. В эти дни мы как раз проводим семинар с участием московских экспертов из Федерального агентства по делам национальностей, да, с участием представителей 30 улусов нашей республики. Практически мы сейчас охватываем всю республику. И перед нами стоит цель, чтобы в каждом районе нашей республики, у нас районы тоже разные, да, в Якутске, например, живут представители 129 национальностей, где-то в каком-то, может быть, мононациональном районе живут там представители 2, 3, 4, да, но все равно там этот баланс тоже надо соблюдать, давать возможность сохранять свою культуру, традиции, конечно же, с учетом уважения традиций, культуры тех народностей, которые с кем ты живешь вот бок о бок, с кем ты работаешь, с кем дружишь, да, это тоже очень важно. Но наша республика, слава богу, в этом плане всегда славилась вот именно традициями добрососедства, миролюбия, да, потому что мы живем действительно в таком суровом крае, и практически уже 400 лет в мире в согласии, соблюдая принципы взаимовыручки. Без этого, конечно, развитие невозможно, тем более в части реализации тех амбициозных проектов, которые стоят перед республикой, которые мы должны реализовать в ближайшие годы. Ну, смотрите, в этом году у нас все лето бушевали лесные пожары, и как-то эта битва за тайгу, она всех якутян сплотила, каждый старался участвовать по мере возможности. Вот расскажите, национальные общины какой вклад внесли? Да, у нас в республике действует более 70 национальных культурных объединений, которые как раз созданы по национальному признаку. Это, ну, проще говоря, мы их называем диаспоры, общины. И, конечно же, никто не остался в стороне, каждый откликнулся и оказал существенную помощь, в том числе и финансовую, материальную, в том числе и, конечно, наши диаспоры не оставили в стороне и направили своих добровольцев именно в те самые сложные районы, где у нас бушевал пожар. Да? Помощь оказывалась любая, да, со всех сторон, будь то одеждой, продуктами питания, средствами, инструментами, средствами для пожаротушения и так далее, в том числе и финансово. Мы посчитали, примерно помощь была, наши национальные объединения где-то оказали помощь где-то на сумму более 2 миллионов рублей. Это тоже мы считаем достижением и до сих пор тоже продолжает оказывать работали в рамках вот добровольческого штаба, который у нас работал в республике, да. Ну и, конечно же, для того, чтобы дальше не допустить такой ситуации, предотвратить ее, да, мы тоже пытаемся сюда внести вклад, в том числе и поставками различной техники и оборудования, в том числе из зарубежных стран. Мы вот сегодня с китайскими нашими друзьями, которые, кстати, оказали очень посильную помощь во время пандемии нашей республики, более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, антисептиков и так далее, да, было поставлено нашими китайскими друзьями безвозмездно. В этом плане во время пожаров тоже не остались в стороне. И сейчас тоже оказывают существенную помощь для того, чтобы быть, в случае чего, всегда наготове и бороться со стихийными бедствиями. Ну вот и вечная память о героическом сыне армянского народа навсегда останется в сердцах всех якутян. Элбаги Егитян, машинист эскаватора, который погиб во время борьбы с лесным пожаром. Вот наверняка это не единственный случай, когда люди с других стран стали героями нашей земли. Да, мы как раз вот вспомнили
трагический случай и героя, который действительно является героем нашей республики, героем нашей страны, это Элбар Егетян, который героически погиб при тушении пожара в Чурапчинском улусе. Да? И мы всегда говорим о том, что действительно представители каждого народа, будь то они с героической биографией, да, будь то просто представители какой-то диаспоры, общины, они все вносят свой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. И мы помним, что представители всех народностей, начиная от, наверное, вспомним 19 век, да, когда много ссыльных было, в том числе из Польши, да, вспомним Вацлава Шереслевского, который внес большой вклад в этнографию нашего народа. Да. Были и великие композиторы, которые жили, работали на нашей земле, да, строители, участники больших строек на территории нашей республики, да, промышленники. Имена всех их на слуху, и, конечно же, мы гордимся ими, и мы всегда говорим, что вклад каждого жителя, представителя, будь то любой национальности, конфессии, религии, он очень важен для нас, и мы дорожим, что такие люди живут вместе с нами в нашей республике. Вот один вопрос пришел на WhatsApp. Как узнать, какие общины есть у нас в Якутии, как можно к ним присоединиться? У нас большая семья, есть представители 5 национальностей. Хотел внести свой вклад в развитие родных культур. Да, у нас, все знают, на территории республики ведет свою деятельность Дом дружбы народов. Это подведомственное учреждение нашего министерства, которое как раз объединяет все наши диаспоры. Он является как бы домом для всех наших общин. То есть можно просто прийти туда? Да, каждый, наверное, житель нашей республики знает, где находится Дом дружбы народов. Это, ну, как раньше говорили, Дом культуры, ДК имени Кулаковского, да, на Дзержинского. Они как раз ведут эту работу. Там есть ресурсные центры как раз по работе с социально-культурными объединениями. И очень часто проводится там в стенах Дома дружбы народов мероприятия, практически ежедневно они там собираются и, конечно же, участвуют в общественной жизни нашей республики очень активно. Несколько раз Якутия подписывала договор о сотрудничестве с Южной Кореей. Но это были даже не договоры, а протоколы о намерениях некие. Вот какие-то плоды у этого сотрудничества есть, которое уже давно ведется? С 2007 года, если я не ошибаюсь. Ну, вообще, если углубиться в историю, я вспомню 95-й год, когда было подписано межправительственное российско-корейское соглашение о сотрудничестве на территории Республики Саха-Якутия. Как раз Михаил Ефимович Николаев подписывал от имени Российской Федерации. И с тех пор, конечно, мы с корейскими партнерами очень активно общаемся, ведем работу совместную. Вот в 2007 году как раз было заключено соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и южнокорейской провинцией Кёнгидо. Да. Потом уже были заключены соглашения и между городом Якутском и городом Чанвон о побратимских связях. Да. По линии побратимских связей как раз Сунтарский улус также активно влился в эту работу с корейскими партнерами. С Уезом Тамьян он подписал в прошлом году соглашение. Мы сейчас готовим как раз предложение для наших корейских партнеров. Это как раз по итогам встречи с послом Кореи в России, с господином Ли Сок Пэ на полях ВЭФ. Готовим конкретные предложения, в каких сферах и по каким проектам мы могли бы с корейскими партнерами дальше взаимодействовать. У нас есть успешный опыт, в частности, вот и опыт работы с корпорацией LG, которая работала на территории нашей республики, опыт работы других южнокорейских компаний, которые работали в Южной Якутии, в угольных проектах. Да. Мы сейчас готовим в том числе и по направлению креативных индустрий, по направлению инноваций, IT. И готовим уже полномасштабное соглашение. Самая развитая южнокорейская провинция – это провинция Кёнсан-Пукто, которая как раз является драйвером южнокорейской экономики. Как раз в ноябре состоится 3-й российско-корейский межрегиональный форум, где делегация